Альпийские луга, горный воздух, захватывающие пейзажи. Псхо утопает в зелени и открывает великолепные виды на окрестности и вершины гор. Это село – одно из самых красивых и богатых историей мест нашей страны. Оно расположено в одноименной долине между главным Кавказским и Бзыбским хребтами на высоте 760 метров над уровнем моря. Для жителей села приезд Бадры Гунба стал знаковым событием. Долгие годы у них не было возможности лично пообщаться с главой государства и рассказать о своих проблемах. Это что? Это мне? В течение недели это можно все сделать. Спасибо большое. Какие красивые цветы. Какие красивые цветы. Ой, спасибо большое. Рад вас видеть. Для меня очень важно сегодня побывать в этом селе. Вы знаете, что по мере возможности оказываем содействие всем нашим селам, тем более такому труднодоступному селу, высокогорному селу и жителям села Псхо. Для меня очень важно быть полезным для вас. Конечно же, несмотря на то, что село, в котором вы проживаете, немногочисленное, но при этом наверняка все те же проблемы, заботы еще усугублены тяжелой доступностью. Давайте обговорим, переговорим, где мы могли бы быть полезны и что нужно сделать для того, чтобы жители села чувствовали себя немного комфортнее. На встрече с жителями поднимались актуальные вопросы села. В первую очередь это проблема транспортного сообщения с остальной частью Абхазии, с учетом того, что существующие дороги труднопроходимы. Единственным и главным путем во все времена, начиная с советского периода, здесь было авиасообщение, которое сейчас также не функционирует на регулярной основе. Президент пообещал, что этот вопрос будет решен. Этот самолет сейчас пришел в негодность, уже получается нету. А сейчас доставляют все необходимое военные борта, да? Военные борта, да, но сейчас пока дорога по дороге. Эта цена чуть больше на вертолетах. Понятно. Многим, может быть, даже недоступно получается. Вертолет это слишком дорого, все равно самолет это самое главное для нас все-таки. И в такое время, в летнее время, это самолет все-таки дорогая вещь, да, а вот сообщение, чтобы было. Большой, небольшой, самое главное, чтобы он был безопасный для граждан. Да, потому что очень страшно было ездить на предыдущем, то, что было. Обязательно. Это фактически дорога жизни, да? Именно так и есть. И мы обязательно восстановим, значит, то сообщение, которое было. Сейчас по приезду определенные поручения дадим. Будем искать борт наиболее приемлемый, чтобы сюда доставляли продукты питания, все необходимое бесперебойно. Также обсуждался вопрос энергоснабжения. В селе есть собственная ГЭС, требующая ремонта. Бадра Гунба заверил, что возьмет эту ситуацию под личный контроль и будут приняты меры для ее решения. Жители села обратились к главе государства с предложением закрепить за селом штатного специалиста Черноморэнерго для своевременного реагирования на возникающие проблемы. Президент пообещал помочь в решении и этого вопроса. Турбина одна работает сегодня на село. Зимнее время есть, декабрь, январь месяц. Не хватает нам электроэнергии. Бывают такие сбои. Самое главное, турбины уже готовы, там техническая часть остается, установка, да, значит, площадку организовать. Тоже переговорим, решим этот вопрос. В ближайшее время кого-то из специалистов направим сюда, чтобы он технически мог профессионально, грамотно установить это оборудование. В селе 15 дошколят и около 20 школьников. Президент заверил, что в скором времени по его поручению будет открыта благоустроенная площадка для детей. Создание такой площадки улучшит условия для досуга и станет важным социальным объектом. Президент вместе с главой Сухумского района осмотрел место, где ранее располагался фельдшерский пункт, а также сельскую школу. На месте было принято решение разместить фельдшерский пункт в одном из кабинетов школы с отдельным входом, чтобы не мешать учебному процессу. В ходе своей поездки в село президент посетил местный православный храм, где пообщался с прихожанами. Президент также ознакомился с ходом восстановительных работ памятника павшим защитникам Кавказа. Реконструкция проходит в рамках программы к 80-летию Победы, финансируемой Фондом президентских грантов Российской Федерации. Когда к завершению? Дней через 5. Дней через 5 можно будет уже. Но это хорошая возможность, значит, в рамках программы
которая была по восстановлению и реставрации объектов Великой Отечественной, да, из фонда президентских грантов Российской Федерации более 80 сел воспользовалась такими условиями и приводят в порядок. Бадра Гунба также посетил пограничное отделение ПСХУ погрануправления СГБ, где ознакомился с условиями службы военнослужащих. В завершении поездки глава государства подвел итоги. К сожалению, есть проблемы, которые не решаются на протяжении определенных лет. Сегодня мы выслушали жителей села. Значит, они нас проинформировали о тех проблемах, с которыми они сталкиваются. Это вопросы, связанные и с энергообеспечением села, вопросы, связанные с медицинским обслуживанием, вопросы, связанные с дорогами, электрификацией и ряд других вопросов, которые мы намерены обязательно взять на контроль и дать определенные поручения для решения этих задач. Для нас очень важно, чтобы в каждом селе были созданы благоприятные условия для наших сельчан. Шазина Ханагуа, Саида Гухава, Абхазское телевидение.